Выборы приближаются. Как ты видишь ту стратегию, которая должна быть у общества? Во-первых, надо вернуться к абхазской повестке. Что это значит? Думать о том, как так планировать жизнь государства, чтобы она работала эффективно, была самодостаточна. Что для этого надо? Для этого нужно компетентное управление. Количество людей, которые управляют, должно быть значительно сокращено. Должна быть небольшая квалифицированная группа людей. Мы должны уйти от этой советской модели комсомольско-партийной номенклатурной системы, которая сама себя обеспечила, сама себя кормила, сама себя продвигала, делала вид, что она чем-то управляет. Надо перейти к современной, упрощенной и эффективной модели управления. Так как управляют компаниями, на мой взгляд, надо сделать управление, этот менеджмент государственный, современным и более простым. Ты видишь, каким образом добиться этого? Я сейчас хочу выключить такие понятия, как патриотичность и прочее. Вот на этот уровень менеджмента перейдем. Должны быть современные люди, имеющие представление о современных технологиях управления, о современных технологиях в экономике, в финансах, в военной сфере, в образовании. То есть это должны быть люди, которые могут все самое лучшее передовое адаптировать к этой стране, к этим границам, к этой территории. Ты вокруг себя видишь таких людей? Да, безусловно, они есть. Конечно, они должны иметь какой-то опыт, то есть они должны уже на каких-то мерах это продемонстрировать. У них должен быть опыт, может быть, в административной деятельности, может быть, в бизнесе, может быть, в культуре, в театре, неважно. У вас должна быть гарантия, что человек понимает, как применять современные технологии управления и планирования, и что он уже это где-то сделал. Второе. Это желание и умение ставить сверхзадачи перед своим государством. Надо не вот с той точки зрения планировать будущее страны, что вот мы такие маленькие несчастники, а надо ставить сверхзадачи. Когда ты ставишь сверхзадачи, ты все ресурсы аккумулируешь. Это касается и кадров, это касается и финансов, это касается и идей, и технологий. И даже если ты на Эверест соберешься, все равно по дороге будет сделано очень многое. И это очень многое в будущем послужит платформой для еще большего. Но если ты не ставишь сверхзадачи, вот я условно говорю, в течение 5 лет мы должны полностью перейти на цифровую экономику в сфере финансов, налогообложения, банкинга. Ну, например. Вот мы поставили перед собой, теперь давайте, думать, как это сделать. Кто нам нужен? Где он находится? В Москве. Давайте его, сколько он там денег хочет? 200 тысяч? Давайте дадим. Может, в университетах кто-то есть, может, так. Идея, как ледокол, тащит за собой все остальное. И, может, вы за 5 лет это не сделаете. Или даже в полном объеме, может, вы не сделаете. Но вы очень многое сделаете. Можно применять модульную систему развития. Не все сразу развивать. Но вот у вас бюджет какой-то ограниченный, не знаю. Кстати, по поводу бюджета тоже можно поставить цель. Через 3 года у меня должно быть 100 миллиардов, например. Для того, чтобы такую команду, о которой ты говоришь, управленцев, профессионалов, привести во власть, нужен лидер, который соберет эту команду и который эту сверхзадачу поставит. Кто ее соберет и кто ее приведет во власть? Как это реализовать? Когда вот вопрос лидерства встает, у меня сразу такой ступор, потому что в современном институциональном развитии и о лидерстве, мне кажется, немножко в разных плоскостях лежат. Лидерство – это немножко такой азиатский вариант. Тогда как ты это видишь? С кем бы ты ни разговаривал, даже вот с тобой мы разговариваем, ты мне задай вопрос о лидере. Я тебе уверяю, что в 90% случаев, что бы там ни обсуждали, то же самое спросят. Ну кто, мол, это сделает? Вот это кто? Мне кажется, нам иногда боком выходит, потому что в поисках кто мы забываем как. А как тогда? Стандартное решение для этого – это вот партийная система или как парламентская система, когда работает не индивидуальный разум, а коллективный. И потом этот коллективный разум, какая-то партия на своем внутреннем голосовании и решении выбирает человека, который просто потом реализовывает, назначает директора, условно говоря, менеджера, там, премьер-министра. Такая система, мне кажется, лучше работает, потому что человек, кто попадает как носитель идей и сразу с командой. А когда мы от обратного идем, ищем лидера, всецело ему доверяем, он там что-то говорит, там какие-то красивые слова, потом он в ступоре, где найти команду, потом фиг его знает, там как с кем договариваться, где искать
деньги, где искать что-то. Еще неизвестно, сможет ли он это реализовать или нет. А ты ему дал ему полномочия на 5 лет. И вообще он думал так или нет, или он просто это говорил так. Нет коллективной ответственности, нет партийных гарантий того, что человек действительно понимает, о чем он говорит. На сегодняшний день ты видишь такую партию, которая готова эти задачи сегодня решать? Сегодня такую партию не вижу, но я вижу другой, промежуточный вариант. Я не знаю, насколько это осуществимо, но если пофантазировать, я вижу, что, в принципе, в Абхазии есть люди, я так просто могу 10 человек назвать, которые могут это дело потянуть. И даже я могу прецеденты привести, когда в кризисных ситуациях без чьей-то команды импровизационно собирались, так быстренько обсуждали очень серьезные вопросы, разбивали на части, отделяли, главное, аккумулировали ресурсы и решали вопрос. Кстати, так и при ковиде было, если помнишь. Пару лет назад, когда военные проблемы у нас замаячили, тоже они включились и многое помогли решить. Есть люди. Но они объединены в какую-то партию, группу? Нет, их можно объединить по принципу понимания подходов, методов и механизмов управления и развития. Но они все, кстати, недалеки от политических процессов, но как бы находятся в тени, мне так кажется. Очень хорошо это чувствуют, держат на пульсе, интересуются, переживают, но напрямую не участвуют. Ахра, ну вот смотри, до президентских выборов остался год. Что за этот год, по-твоему, должно произойти? Какая нужна стратегия для того, чтобы как-то вот не оказаться накануне выборов в ситуации, когда мы ни к чему не готовы и ничего не можем предложить обществу? Ну, такой сценарий вполне вероятен. Я не знаю, сейчас я не могу тебе дать никакого ответа, как этого избежать. Наверное, можно выстроить какую-то линию сопротивления этому кошмару, который у нас происходит. Прямо сейчас не вижу такой модели и сам не готов ее тоже предложить. Возможно, она появится. Ситуация на самом деле достаточно критическая, потому что у меня полное ощущение, что если вот этот сегодняшний стиль зависимого, ведомого, бестолкового субъекта международных отношений, если он дальше будет продолжен, скажем, еще на один цикл, то я вообще сомневаюсь в дальнейшей целесообразности и рентабельности вот этого суверенного звания. Мы деградируем до такой степени, что он просто потеряет всякий смысл. Как не больно мне это говорить, но это просто и произойдет естественным путем. Организм умрет. Но вот чтобы негативный сценарий, может быть, он такой драматизирован, тем не менее, чтобы он не произошло, возможно, многим людям в Абхазии, которые, как мне кажется, обладают потенциалом, в том числе и государственным потенциалом, что эти люди должны родить план, который предложит вот эту вот перезагрузку абхазского проекта. Наверное, не только я один таких людей знаю, они сами друг друга тоже, наверное, знают, и они переживают по этому поводу. Они несут ответственность. Кто должен предпринимать какие-то усилия для того, чтобы вот избежать негативного развития событий? Ты готов сам, Ахра? Я готов пообщаться с такими людьми и, в принципе, и общаюсь. Не знаю, я тебе не готов на это ответить сейчас пока. Другого такого сильного, серьезного варианта перезапуска абхазского проекта, чтобы вдохнуть новую, свежую струю вот в нашу государственную жизнь, не вижу. Нужны новые идеи, новые люди с новым пониманием процессов развития жизни государства. Это не робкого десятка людей должны быть. Люди, которые могут аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Люди, у которых есть опыт общения, опыт переговоров, опыт контактов, которые повидали мир, у которых есть влиятельные друзья в разных странах. Люди, которые интересы общества поставят перед всем вообще. Еще раз говорю, такие люди есть. Слава Богу, что они есть в Абхазии. Мы должны выиграть джекпот будущего Абхазии. Вот так стоит вопрос. Я эту власть вообще в расчет не беру, потому что она даже не представляет, что такое абхазский проект. По большому счету, идеология этой власти очень далека от той идеологии, которая вообще привела к созданию этого государства. Это просто люди, которые параллельно этому государству были. И поэтому ни вот этого развития, ни самостоятельности, невероятных, но возможных вот таких сценариев, они это не думают, не обсуждают, им это неинтересно. Это, как сказать, не государственные люди. Вопрос не стоит, что у них выиграть, а просто стоит по-другому.
Сможем ли мы вдохнуть, дать новый старт этому абхазскому проекту? Забудьте о них, а это там президент и так далее. Давайте подумаем о другом. Сможем ли нашу маленькую, но в принципе достаточно богатую во всех смыслах, и в природном, и в экономическом, и в каком-то геополитическом, главное в человеческом смысле богатую страну, сможем ли мы ее поставить на нужный уровень и дать новый старт, который будет продолжаться, там, не знаю, может быть, еще 50 лет, потом еще один старт. Вот так вопрос стоит сегодня. Для этого есть все возможности. Время кризиса – это время возможностей.